Участники интеллектуальной игры, школьники из самых разных районов состязались в знании истории Тувы разных веков, исторических персонажей, крупных восстаний и особенностей государственного устройства республики. Директор ТИКПИ, открывая конкурс, отметил, что с каждым годом интерес школьников и молодежи к истории родного края и к исследовательской деятельности в целом возрастает. Честно скажу, вопросы сложные. Наши коллеги-историки подготовили. Если я бы участвовал лично, то, наверное, не на все вопросы смог ответить. Поэтому на то и есть конкурс для таких эрудитов, можно сказать, гуманитариев. Очень рад в том, что есть интерес у ребят к истории своего родного края. Участвовало практически все Кожуны, 12 Кожунов и город Кызыл. Хочу сказать, что следующий год у нас богат юбилеями. Это прежде всего 80-летие вхождения Тувы в состав Советского Союза, 110 лет вхождения Варяхайского края в царскую Россию и 110 лет образования города Кызыла. Поэтому данный конкурс мы тоже будем готовить. Это будет наиболее обширный конкурс. Конкурсанты показали свои знания в 3 этапах. Это тестирование, устный этап в формате вопрос-ответ и самая сложная часть – битва финалистов. Как признаются сами организаторы, некоторые вопросы выходили за рамки школьной программы и требовали более глубоких знаний по истории Тувы. По итогам всех этапов, набрав наибольшее количество баллов, победителем стала ученица 15-го столичного лицея Айлана Кулар. У нас в школе проходили уроки по истории Тувы, и я сама занималась дома и посещала библиотеки, так как меня саму это интересовала, эта тема. И восстание Алтын-Мадыр тоже до этого конкурса. Я немного знала об этом, что. И сейчас я укрепила свои знания и набралась еще больше информации. В конкурсе приняли участие школьники из Чедыхольского, Чаохольского, Тандинского, Пийхемского, Дзунхемчикского, Тесхемского, Улухемского, Кахемского, Кызыльского и Судхольского районов, Агдаурака и Кызыла. Второе место присудили Онсагай Бекси из Чаохольского района. Вопросы для меня были в основном легкие. Но есть и сложные вопросы, на которых я не могла ответить, но все же я опиралась на свою интуицию и справилась. Грамотами правительства Тувы и регионального министерства образования наградили научных руководителей, победителей и призеров конкурса. Сегодня для учителей истории Тувы и для наших учащихся был очень необычный, насыщенный. Было очень интересно. Вот такая форма проведения интеллектуальных игр, конкурсов, я считаю, что является большим стимулом для наших учащихся. Желательно было бы, чтобы таких игр, таких конкурсов, олимпиад было больше. Конкурс проводился с целью патриотического воспитания детей и молодежи, обеспечения преемственности поколений и воспитания гражданина с активной жизненной позицией. Айра Асада, Азамат Очур, телеканал Тува-24.